айтасың шоу, ау, не айтасың шоу. Көрерменім назарың бізде болсын. Ханымдар мен мырзалар, бұл Ана шоу. Ассаламу алейкум, достар. Ана шоу. Не подумайте чего-то другого, это Ал не айтасың шоу. Сегодня мы будем рассказывать о местных ребятах, которые делают свой бизнес, которые развиваются, не стоят на месте. И вообще в целом эта идея у нас появилась для того, чтобы прокачивать всех, показывать о том, что мы делаем, развивать это все, рассказывать свои истории. Разные будут истории, но сегодня это первый день, это первая запись. У нас в студии наш ведущий Эндрю, который приехал специально из Нигерии, тоже бизнесмен, наш коллега. И самое главное, самое интересное, сегодня у нас в гостях Расул, братишка наш, который здесь, в Ахтау. Ему 16 лет, он уже владелец бизнеса, предприниматель, который создает крутые вещи, у него очень крутые планы. Не буду рассказывать в деталях, это все будет в процессе происходить, поэтому шоу будет на двух языках, так как у нас ведущий из Нигерии говорит на английском, говорит на русском, говорит на казахском, но в основном он будет на английском, поэтому прошу представиться, прошу рассказать немного о себе, пока Эндрю. Добрый вечер всем. Меня зовут Эндрю. Я из Нигерии. Я приехал здесь, в Казахстан, уже 8 лет, но в Ахтау уже 5 лет. Я сделал бизнес, у меня есть английская школа, и я много работал с подростками. Мне очень приятно, что у нас сегодня наши гости тоже подростки. Для меня это очень интересно. И я так рада, что я знаю его. И сегодня это наши первые встречи. И я буду разговаривать на английском, и на казахском, и на русском. Где я пропал, вы тоже меня извиняюсь. Alright? Hi, Расул. Как дела? I'm good. Все хорошо. Сначала я хочу вам... Для меня это очень интересно, серьезно, потому что сейчас очень редко найти интерпренера, такой взрослый, to meet an entrepreneur at your age. Потому что я был интерпренер, когда я был 35 лет, 36 лет, но ты сколько лет? 16. 16, это очень приятно. Сначала я хочу, что ты рассказывай о себе. Так, я был в Расул, я предприниматель, маркетолог, школьник, учусь в школе, город Ахтау, школа, Назарбаевская интеллектуальная школа. Сам начал заниматься бизнесом, уже 2 года занимаюсь, с 14 лет. Вот. Вначале это была школа программирования, где мы обучали ребят созданию сайтов, также обучали SMM. Вот. И сейчас я занимаюсь маркетингом, у меня свое маркетинговое агентство. Мы работаем с компаниями из Ахтау, уже поработали с определенным количеством из них. Вот. Могу выделить, например, строительные компании, различные курсы, рестораны, допустим. Но для меня очень интересно, что я всегда сказал, что это поколение, у вас есть много возможностей, много, которые у нас не было. Но когда я верю, что вы используете эту возможность, для меня очень приятно, очень. Но я еще раз хочу вам спросить, у тебя давай пока разговаривай о себе еще, окей? У тебя, как ты проводишь его обычное время, свободное время? Что ты там сделаешь, что ты думаешь, что ты делаешь на твое свободное время? Так, у меня школа занимает большее количество времени, то есть это с 8 до где-то 5 часов дня. С 8 утра до 5 часов дня.
Даже в этот момент я пытаюсь заниматься внешкольной деятельностью, да, например, я общаюсь со своими ребятами из команды, да, мы все работаем онлайн, и в бизнесе очень важно проводить время со своей командой, да, общаться с ними, спрашивать, как у них дела, смотреть, чтобы выполняли задачи. Вот, и, то есть, даже во время школы я думаю о бизнесе, о своих других проектах, да, вот. Помимо школы, в свободное время я не могу сказать, что у меня есть свободное время, потому что после школы, свободное время для меня это время после школы, когда я не занимаюсь учебой. Вот, тогда я зачастую занимаюсь бизнесом, там, могу общаться с командой, как-то мотивировать, вдохновлять их, могу там искать клиентов. Вообще это по-разному, зависит от цели на месяц. Допустим, за прошлый месяц я поставил себе цель найти, как минимум одного клиента, а лучше 2. Вот. Эту задачу я, в принципе, выполнил. И этот месяц я поставил для себя цель наладить работу команды, автоматизировать, систематизировать ее, вот, и чтобы она работала как швейцарские часы, да. Я хочу спросить, окей? Как твои отношения с твоим родителем? Как они тебе поддержат? Например, если у меня есть вопрос. Первый, почему ты решил быть интерпренером, это рост и... Я знаю, что все возможно. Это потому, что мы всегда сказали, что сколько тебе лет или что там, это только просто цифр. Но самое главное, что здесь. Но мой первый вопрос это, что почему ты решил быть интерпренером и как отношение ты и ваш родитель на это решение, которое ты сделал? Я решил стать предпринимателем, потому что это дает безграничные возможности. Ты можешь как и менять жизни людей, так и менять свою жизнь, так и менять в целом весь мир. Допустим, те проекты, которыми я сейчас занимаюсь, у меня, во-первых, вот этот бизнес-проект, маркетинговое агентство, мы позволяем бизнесам расти, особенно в Актау, где очень мало специалистов по маркетингу, мы позволяем бизнесам расти, развиваться и, собственно, зарабатывать больше денег, да. Вот. И второй мой проект это QMeta, платформа для обучения виртуальной реальности. Здесь я практикую свои, так скажем, IT-навыки, да. То есть это как полноценный стартап. Мы сейчас участвуем во многих конкурсах. Кстати, уже в начале декабря полетим в Алмату, будем питчиться там, защищать свой проект. Это конкурс от UNDP, Owen. Вы, наверное, знакомы с ними. Хорошо. Это для меня вообще, я так, знаешь, я не что я был в шоке, потому что в жизни все возможности. И я всегда сказал, что когда человек, если это возможно, надо использовать. Ты здесь, и если эти разговоры, я думаю, что вау, почему у меня нету этой возможности, когда я был 16, But it's all good. I'm super proud of you, and I think this is something a lot of people, a lot of teenagers need to emulate. They need to get this thing, and I really I admire your courage. I admire the fact that you're really getting into this, and this is for me a very beautiful thing. And I see your future to be very, very awesome. But at the same time, I still want you to go deeper in you're into IT, right? So what are some challenges you have in this area of trying to establish a business as an entrepreneur, let's talk about the finances, let's talk about showcasing your abilities and showcasing everything. I wouldn't call this this is something you learned, this is something you decided to put in, this is something you love doing, I guess, right? So what are some of the challenges? Что там сложно иногда на все это процесс? Because I know it's not easy. Это не так легко, потому что я знаю, что ниш вы много изучаете, много у вас вообще всегда на уроке или что там. So, как
do you balance it off? How do you balance all this with the challenges on your shoulders? How do you handle that? Так, ну вообще я приверженец того, что все сложно, пока не узнаешь, как это сделать, да. Получается, я тоже думал, что будет тяжело совмещать это со школой, в особенности летом. Вот летом я, получается, занимался бизнесом, прям чисто на бизнес сделал упор, да. И в этот момент я как раз вырос в несколько раз, будто это в плане денег и в целом морально, ментально я вырос. И самое сложное в совмещении это то, что у тебя не так много времени погулять, да, там. You cannot chill with. You can't chill out. Yeah, you know, chilling out. Okay, that's something we shouldn't miss. Okay. Yes. So you choose your like priorities. Yes. And sometimes you cannot go outside with friends. Actually, chill with my friends like once a week. I guess it's okay, but sometimes I can't go out because of my like stuff. И вообще я не жалею, потому что процесс вот этот, когда я занимаюсь бизнесом, когда я, получается, занимаюсь проектами, да, весь этот процесс сам по себе интересный. Вот. And, получается, если бы он не был бы сложным, тогда бы весь интерес пропал бы. Самое сложное для меня это, наверное, было, скорее всего, заняться командой, да, собраться с ними. Потому что, ну, по-любому работники, это и есть работники, они могут лениться, они могут не выполнять задачи, могут опаздывать. И нужно со всем этим, так скажем, все эти проблемы решать, да, помогать им частично. И помимо этого у меня еще учеба в НИШ, да, это одна из самых сложных школ у нас. Да, у нас в городе или вообще в Казахстане. И даже родители вначале думали, что я, получается, не смогу все это совмещать. Но, в принципе, у меня все это хорошо получается, у меня учеба, я хорошо учусь. Вот, и я думаю, секрет в том, что ты просто ставишь приоритеты, потому что, по сути, у всех людей есть время. Человек, который говорит, что у него нету времени, ему будет лучше выразиться, что он не может найти время. Даже, допустим, на чтение книг. Человек, который 24/7 работает, он по-любому стоит в пробках. Он по-любому сидит на унитазе, да, и в это время он может достать книгу и начать читать, условно, да. Вот, поэтому, я думаю, у каждого человека есть время, главное желание. Вот. Успех следует за отношением. All right, this dude, honestly, if you don't understand Russian, this dude is just, I'm sitting right here, it's like I'm talking to an adult. He's a teenager. And this guy is filled up with tons and tons of ideas and tons of priorities that I think most adults out there can't even get it right. You know, the thing about this whole thing is I'm inspired by you. Honestly, I'm very inspired that I don't want to keep counting on this HA thing. I just want to come to the reality that truly everything is possible no matter your age, you know. On the other hand, you're still in school, right? Yeah. So when are you graduating school? Graduate 2025. 2025. Yeah. And you got this whole ideas inside of you. Now, let's look at what are your plans? Have you got any plans from now to 2025? How do you, what are your goals? What are you looking at in the next 2-3 years? Can you just kind of tell us a bit of what are your expectations for yourself? And have you got, I know sometimes they say you don't tell people your plans because you don't want it to jinx. All right, so I just want you to kind of break it down a bit. How do you see yourself by the time you graduate high school? For sure, I want to be a millionaire. I want to see your dad. Because, yeah, that was, okay, good. We all want to be millionaire. I love that. His dad is a good guy. Yeah. He's a friend of mine, actually. We grew from the first... I want to just get in the conversation. So, yeah. I was listening to you both, like, it was, like, great conversation, but here's one thing I want to say about his dad. Okay. His dad is my friend. He's my classmate. We started from the first grade, bro. Wow. We started from the first grade,
It was 21 школа, 21st school. We call it in Ақтауда. Все знают, Жиырма бірінші орта мектебі. Это школа, где был, честно, без обид другим микрорайонам, эту школу боялись все. Потому что там росло такое поколение, такое мощное, и в то же время нам давали такое образование. И с 1 класса мы учились с ним. Это мой друг, его зовут Айден. Мы прям вот не разлей вода, всю школу с ним проучились. Я, конечно, с 9 класса сбежал. Но суть в том, что я очень удивился, когда тут мы же видим, как наши дети растут. Да, они начинают вот просто вот, это год за годом оно происходит, и тут бах, я смотрю, тут Расул, он говорит, там этот в нише учится, там все такое, и тут появляется такое, что говорит, вот он занимается бизнесом. Как? Потому что в моем понимании, да, ниш это школа, откуда ребята, выпускники выходят, мы до этого разговаривали, они выходят или какими-то вундеркиндами, которые просто будут все вот так вот там ворошить, все там строить, там какие-то крутые вещи делать, или они выходят в основном, опять же, без обид будет выпускникам ниши сказано, они выходят просто овощами. Ну реально, они просто, задроты, да, то есть они просто учатся, и у них нету там мышления, кем они будут, они могут стать научными какими-то там, я не знаю, как там, докторами наук, там всего такого. Я сам бизнесмен, и как бы я эти вещи, я науку не понимаю. Я понимаю науку психологии и всего остального, но как Расул до этого сказал, там, все хотят быть коучами, все хотят быть бизнесменами быть, а быть техническим прокачанным инженером, это очень сложно. Действительно, мы вот обсуждали до встречи, да, вот был такой момент, когда в Казахстане у нас, именно на нашей земле, очень мало специалистов, которые прокачаны технически. Потому что нету той программы, которая может... Мы все там учились, мы знаем, что во всех наших университетах, это будет такая прямая критика, но во всех наших университетах есть такая вот протокольное такое обучение. Пришли, закинули, заложили, все. Если и среди этих 30 студентов, 40 студентов есть человек, который с головой дружит, и он будет хватать и понимать это, то, что дают, он выстрелит. Он сделает то, что нужно. А остальная часть, они делают все для того, чтобы выполнить, получить свою оценку, получить свой диплом, потом поехать к детям работать куда-нибудь, в Казмунайгаз, там, еще куда-то там, где там стабильная работа, стабильная зарплата, соцпакет и все такое. Там бах, и тебе в 63 года, или какой сейчас возраст в этом, пенсионный возраст? Пенсионный, это, я забыл, 50, 60 или что-то, я не знаю. Да, то есть ты до пенсионного возраста все время думаешь о том, чтобы у тебя там вот, у меня будет пенсия такая, я буду жить там где-нибудь там в городе, там квартира и все такое. Но суть в том, что ниш это мощное испытание. И когда у меня тоже в голове произошло такой конфликт, когда я увидел, что ученик ниши, старшие классы, начинает заниматься бизнесом. Зная то, о чем говорят, например, о нише, что там люди просто не спят, они занимаются этой учебой, они учатся все время. Да, то есть какие-то проекты, какие-то там экзамены, все такое. Это не как стандартная школа. Но видя это и понимая, что этот человек занимается бизнесом, мы еще, помнишь, мы когда я запускал этот Pablo's, my kitchen, you know, I made burritos and tacos and stuff like that. Вот я решил поработать с ним. У нас пошло. Он сделал видео, выложил, Инстаграм, все остальное, то есть все круто. То есть я уже тогда понял, что этим сейчас занимаются взрослые люди, которые опытные, которые изучали это все. Но тут молодое поколение берет, ему так, когда это, 14 лет, по-моему, да?
14-15 лет. Он приходит, говорит: Аскарға, я вам все это сделаю. Пожалуйста, на дрон, что еще надо, снимай меня там, я буду готовить и все такое. И когда они выложили результат, that's the result of it's not about the school You attend. It's about you. it's about you. It's about you. It's about what you really want to do. And really, it amazes me that I know we have a lot of intelligent teenagers out here. A lot of them, tons. I work with teenagers, I teach teenagers, and the question coming out of them, it's, these guys are so smart. Most of the teenagers we have in Actel are very smart, like super smart. And sometimes it amuses me how they don't utilize the opportunities they have around them, And I think, well, we're gonna start showcasing platforms, and you're gonna be our first case study to kind of inspire other people, honestly. And I believe we still have tons of Rasul, but they haven't been able to get that drive to follow up what they love to do. And really, honestly, you're an inspiration, and I believe you're gonna be In that more. case, Yeah. let me ask you a question. Yes, please. Что ты делал, когда тебе было 16 лет? Окей, это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Когда я был 16, я не помню. Но я знаю, что 100%, когда я был 16, я не так росу. Потому что у нас, когда мы был 16, я растет в Нигерии, И когда я был в 16, я жил с моей бабушкой, потому что моя бабушка меня растет. Но я знаю точно, что на этом моменте я был в школе, или что мы сделали. Ну, просто иди в школу, играешь в баскетбол, занимайся спорт, занимайся урок. У нас нету такие, какие возможно у нас есть, кроме школы, это петь музыки в хор, или играть в баскетбол, или футбол, занимается, и gossip. Потому что у нас тогда нету такие возможности, нету телефон. Телефон, который у нас был, это как? It's these analog phones. Но когда я был 16 лет, это 100% у меня никак-то. Я думаю, ты лучший мой 16. Do you understand? A lot better. Yeah, ты лучший. A lot better. Because they've got it. The thing is, they got everything. And it's great that you're utilizing all the resources you've got around you. That's amazing. And I want to ask, I've got a lot of questions to ask you, so I'm trying to kind of arrange them in such a way that we'll be able to, I'm learning from you, really. I'm learning from you because I think even as an adult, due to the busyness of life, I kind of ignore the things around me, you know what I'm saying? And I ask you how you see yourself in the next 2 or 3 years. You said you want to be a millionaire. That's a beautiful thing, and it's a beautiful thing to be a millionaire. Like the source of you being a millionaire comes or is birthed from what you love to do, what you love doing, and that's amazing. There are a lot of people who are working in places that they hate, and they want to be a millionaire out of that. So I think it's going to be a great blessing that you become a millionaire out of something you love doing. It's great. Now, Rasul, this question is supposed to come in the end, but I can't keep my peace, so I just need to ask you, what advice or what tips are you going to give to teenagers of your age? What if you're looking at them right now? What are you going to tell them? What advice are you going to give to them? Okay, so first of all, I appreciate everything that you said. All right. So, and what about advices? I guess they should try everything that they should try every Good thing.
possibilities, yes, that the world give them, because for sure I'm not using all possibilities in the world, like because sometimes I want to like chill too. I want to go outside. I want to talk with friends. I want to just lie on my bed and watch TikTok. So they should use opportunities first. Secondly, they should study how to talk, how to present themselves, how to like sell something. Market themselves. You know, sorry to cut you short. There's something, ever since I became an entrepreneur, there's something I told myself. I told myself that I am a product and I am responsible in marketing myself. So I'm a product. So I should be responsible in marketing myself. So yeah, you're right when you say they should be able to market themselves with what they've got. You know, I'm just listening, and I heard I remember the meme. Okay. There was a Russian woman who's a seller. Like she sells like you know, like clothes and stuff. Yeah. She's like, "Наши price is very affordable. Okay. The качество is very good." We sound like this, you know, like we exchange like from Russian to English, English to Russian. Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, это вообще необычное шоу, это для всех, чтобы вот, это вот мы начали первое шоу, мы начали его так официально как-то, но на самом деле хотел рассказать вообще об идее, так как это все произошло. Эта идея произошла с того, что я, ну как вообще, запускатель всего этого проекта, я хочу, чтобы наши местные таланты, вообще наш регион, Мангостовский регион, мы очень скромные. Мы не то, что боимся какого-то там публичного, там как-то раскрываться, мы не боимся этого, но в нас заложена культура, что мы должны быть скромные. Если, допустим, ты заработал свой миллион, ты не махаешь флагом, ты не говоришь, я там миллионер, там и все такое, я крутой. Ты показываешь это своими действиями. И не показываешь, ты это делаешь, люди видят, и они понимают это. Но при этом сейчас мир, естественно, он стал таким медийным. Это Инстаграм, это Ютуб, это ТикТок и все остальное. То есть это вот куча всяких каналов, где ты можешь это все запустить, но фишка в том, что вот эти ребята, которые там в Алмате, в Астане, там в других регионах, они все крутые, они там рассказывают о себе, о своем бизнесе и все такое. Но при этом я смотрю, здесь, в нашем регионе, Мангостауда, просто куча талантливых ребят. Куча людей, которые делают такие крутые вещи, крутые проекты, крутые стартапы. Все это делается, и при этом это все как глушитель. Здесь есть глушитель, который, это как бы обратная сторона нашей культуры, то, что мы должны молчать об этом. Но сейчас, понимаете, здесь как generation. Поколение. Come on, man. Bro, who's an English teacher, bro? It happens to me, you know. It happens to me. Sometimes I forget the word in English, but I know it in Russian. Yeah, поколение. Yeah. Я просто учился в Америке. Я вот прошлую неделю ко мне приезжал с этого. Canadian Embassy. Yeah, one of the staff. Embassy. Посольство. С канадского посольства приезжала женщина, я ее гостил, мы общались, я практиковал английский, и у меня быстро это идет конвертация, я перехожу на английский, и в этом случае у меня начинается, я забываю там казахские и русские слова, в основном русские забываю слова, казахские я помню. И в этот момент, то есть, я понял, что нужно показывать это. Никто об этом не показывает. У нас есть какие-то подкасты делаются, они такие локальные, они на уровне там
этих блогеров происходит, да, и те, кто смотрит этих блогеров, но я хочу это поднять на следующий уровень, next level, you know, следующий уровень, когда люди должны видеть, что здесь, даже вот учитывая вот все вокруг, да, там, допустим, нашу республику Казахстан, до сих пор есть вот это мнение, что Ақтау, это как бы Маңғыстау, это такое, ну, как бы тупиковое, оно очень обидно звучит. Это тупиковый город, здесь ничего не развивается, здесь одни сидят там на нефтянке, там вахтовики и все такое. Но на самом деле, братан, ты приехал сюда, ты приехал с Нигерии, ты приехал сюда из Нигерии и ты сделал свой бизнес, ты обучаешь людей, ты обучаешь детей, это круто. Но это вот именно земля возможностей, наша страна. И когда учитывать именно нашу границу, именно Маңғыстау, город Ақтау, здесь очень много крутых ребят, а особенно молодых. И первое, почему я хотел начать первый подкаст с Расулом, я его знаю давно. На самом деле я его с пеленок знаю, да, я вот так вот, да, там рассказываешь мне, Сергей Баладов. На самом деле я знаю, он как вырос, потому что я знаю его отца, как мы выросли вместе. И видя это, как, насколько он крутой, вот реально, Расул, ты крутой. Вот он говорит, вот человек, который с Нигерии приехал, там у них там вот это все происходит. Без обид, братан, это правда. You're gonna talk about it. I'm gonna finish. И когда он видит тебя, это реально. То есть это для него, это ты как вдохновение. Я не хочу переоценить то, что ты делаешь. И с другой стороны, моя задача, как более старшего поколения, я хочу, чтобы ты понял, что то, что ты делаешь, оно имеет большую цену. Большую цену именно для нашей ценность, если правильно говорить, ценность для нашей страны, для нашего региона. Ребята, которые вокруг тебя находятся, это вот твоя команда, которая работает. Я когда услышу, что ты не только один, что у тебя есть команда, которая все это делает, там монтажник, там видео, кто-то там программист, кто-то еще. То есть у тебя целая команда ребят, которые это делают. И это все, по сути, благодаря тому, что ты хочешь. Мы с тобой в этом плане, как бы, в этой болезни, можно назвать так, да, мы одинаковые, мы болеем этим, мы можем не спать, не видеться с друзьями, вообще все вычеркнуть из своего списка, именно заняться этим делом, которое ты любишь, например. Ты любишь создавать вот эти вот программы, что-то там рисовать. Я не хочу, чтобы ты сейчас, я не хочу, чтобы ты рассказывал именно о том, что ты сейчас собираешься делать. Сначала мы это сделаем, то есть ты это сделаешь, потом мы об этом расскажем. Но суть в том, что я в это верю. Ты мне рассказал эту историю. Я специально хочу это сделать так, чтобы зрители, которые это все увидят, наши подписчики, кто это все увидит, это осталось для них каким-то вот таким вот черным ящиком. Который вот здесь, наверное, появится, да, такой в монтаже черный ящик, да, черным ящиком, который люди будут думать, блин, а что он делает? Реально, а что он такого делает? Но на самом деле это проект реально республиканского. Это не то, что республиканского, это нигде в мире нет. То, что он планирует и делает сейчас, занимается этим проектом, я это очень сильно ценю. Я очень сильно поддерживаю, я готов поддержать, я готов и финансово, и со своими знаниями, и там, экспертом, и так далее. То есть готов вести. Но в целом здесь есть такой важный момент, то что, возвращаясь к тематике нашего шоу, Ал не айтасың. То есть немного расскажу о том, что, как оно зародилось. Ал не айтасың, это на казахском, это, то есть если перевести на русский, что еще скажешь? Что ты скажешь? Что ты хочешь сказать? Да? So, Ал не айтасың, it's a show like, на show, somebody is like, they understand, yeah, and maybe they can interpret it like something else, but it's their problem. But на show это родилось Ахылбечкин. Он просто гений.
по названиям, по шоу, по тематике, по всяким приколам. Вот, это его рука, вы его руку узнаете, он позже выйдет в эфир, все покажет о себе, расскажет, обязательно, без его лица никак, потому что и вот это вот лицо, это просто лицо нашего Каспия, лицо нашего Мангостау. Все его знают, все уважают, и я очень сильно уважаю, поэтому эта идея родилась так, что вот мы будем приглашать гостей. Yeah. Люди, которые сделали что-то, хотят сделать что-то, которые мыслят по-другому, и они местные. То есть именно Сахтау, мангостауские ребята. Вот ко мне поступило предложение именно сделать интервью Ержан. Ержан, который, помните, мы говорили насчет того, что он взял чемпионство. Это наш местный чувак, да. местный наш брат. И скорее всего мы следующее или после этого шоу будем делать с ним. И опять же, возвращаясь к теме, это о том, что наши ребята могут больше. Мы должны это показывать. Мы должны показать. Я хотел показать лично, что вот есть ребята, как Расул, 15-16 лет. Они не обязательно, им нужно там зависать по каким-то компьютерным клубам, там, убивать свое время, убивать свои знания. Они могут это делать. Завтра ребята будут обращаться к нему. Не ко мне, не к тебе, братан. No, for you, like, for English. And it's good. And it's good. Но к нему будут обращаться. Как ты это сделал, братан? Потому что я начал в 16 лет работать бизнесом, я начал заниматься в 25 лет. Он начал заниматься бизнесом в 16 лет. He like over us, like, yeah. You know, the thing is, you just have to stay focused. You know what I'm saying? Because you've got a lot of distraction around you, a lot of distraction. When you need to chill out, you need to hang out with friends, man. But it's a beautiful thing that your parents are supportive of you, and you're trying, and I believe you're going to stay focused and get this whole thing done. So I guess in the next 10 years, you're going to be somewhere, because it's a wish for every parent that their kids become better than them. Например, каждый родитель надеется, что все у них дети лучше, чем, you know. Да, это очень прекрасно. So I think I will always say, есть много Расул в Актау, есть много, но самое главное, как мы можем, you know, how I can be able to reach out to these kids, inspire them, motivate them in one way or the other. And on the other hand, I want to hear more from you, you know. I'm going to keep your record. I'm going to follow you up on Instagram. I'm going to make sure that, man, I keep up. I'm now your biggest fan. Don't forget it, okay? I'm your fan. And, bro, you talked about Mangostau entirely. Man, I've been here for 5 years, man. And there are lots of talented teenagers, a lot. You know, первый микрорайон, летом я всегда там. Просто оставить машину, посмотри, подростки, как они гуляют. Мне очень рада, you know. Я преподаю много подростков уже 5 лет. У них есть такие, you know, у них есть другие мнения. Они посмотрели жизнь не как мы посмотрели жизнь. You know, у нас есть разные воспитания, you know. Но что я хочу, мой совет, это что родитель должна, you know, много студентов, когда они приходят на урок, на мой урок, они всегда или устал, или школа, у них есть дополнительный урок, английский, физика, математика, you know, это вообще очень хорошо. Но мой совет, что есть много подростков, которые не занимаются спортом, you know. Они подойти на пианино, это очень хорошо, you know? Это вообще супер. Да, поэтому, man, в Мангостау, да, в Актау специально я видел много хороших подростки. Но мои советы для родителей, это что, они должны тоже смотреть, искать, что дети
например, я не, как сказать, давай так. В Нигерии, где я растет в Нигерии, да, мы никогда был дополнительный урок для музыки. Мы никогда подойти на дополнительный баскетбол. Мы сам начинай поет или сделал рэп для мало возможно, которые у нас есть. И мы растет быть популярным музыкант, мы там получить, So, но здесь я вижу, что дети иди в музыкальную школу 11 лет, и после этого работа в банке. No, I'm being serious. You know what I'm saying? Bro, it's the same in Kazakhstan. No, yeah, In every other country, but it's the same. what I'm saying is, есть родители, которые надо чуть-чуть дам дети свободно выбирать, что они хотят сделать. И родителям надо дам совет, как они будут получить это. You know what I'm saying? So, no, я верю, что 100% я верю, что Мангистау Актау, наши подростки, у них будущее отлично. Это 100%, я знаю. Но знаешь, где мы оставить? Где наши... Bro, how do you say where we stopped? Где мы остановить? Дальше. Do you understand? They continue. They just go on. And all we have to do is support you guys, Is support you guys as best as we can. So, the world is a beautiful place. We've got a lot of opportunity, just like we've talked about. And my wish for you is to stay focused. That's the top priority. Stay focused and make sure you get it. And I believe you've got supportive parents, and they're gonna walk you through all these things. And man, you are, I think you're inspiration to your generation. Really, I think so. Yeah, you are, and I'm proud of that. So I want you to kind of. You told me you want to be a millionaire in the next 2-3 years. That's what you offer. So okay, we know you become a millionaire. So what next? After becoming a millionaire, what next? So why I want to be a millionaire? Yeah. First of all, because I want to make a change. Like, let's think about millionaires. Okay. What did they do? Yeah. Okay. They create something. They help people. Like, for instance, I don't know, like Sony, company Sony. Sony, I know. Yeah. Yeah. They help people to like create this kind of videos. Okay. They help people to create some podcasts, or they help people to just chill out. They produce something. So I want to produce something in order to help people, and money is just like price for that prize. Yes. And after I became millionaire, I guess there is a next step. Billionaire. Yeah, but money is not the focus. The focus is to change something in the world, to оставить свой след в истории, да? To make a change in the world. To make a change, and so leave a legacy. Yes, legacy. And listen, once you become billionaire, don't forget me. Okay. I'm gonna be on your tail. Okay. Uncle Andrew. After podcast, we're gonna take a photo and then I'll post it. You keep it as a memory, right? Yeah. All right, good. I love that. So I love that you like mentioned sport. Yeah. So actually, I do sport a lot. Yes, I go gym. I did boxing for 1 year, and I love sport because, you give you like get energy from sport.
you spend energy, but you like get a lot more. Yeah. So my advice for teenagers, Good. like do some sports, because это не просто полезно для вас, для вашего здоровья, это полезно для вашего ментального состояния, для вашей души, потому что когда вы занимаетесь спортом, это не обязательно там поход в джим, в зал, да, там пусть это будет карате, да, или там просто бег, просто бег. Когда вы, допустим, бегаете или занимаетесь спортом, да, вы освобождаете свой мозг от других иных мыслей, вы просто фокусируетесь на беге. И наш мозг любит структуру, любит, когда все просто. Like, и вы, так скажем, во время спорта вы тратите... вы занимаетесь спортом, и так ваш мозг отдыхает, да? То есть он фокусируется на одном. И благодаря этому вы, получается, можете избавиться от негативных мыслей. Вы можете, так скажем, устать. Вообще, благодаря этому вы высвобождаете ненужные мысли и можете фокусироваться на других вещах. Это очень хорошо не только для вашего здоровья, да, и для вашей работы. Вы можете сфокусироваться на одной задаче. Вообще проблема многих подростков, да, they cannot focus on something. Yeah. They watch TikTok, then do homework, then play games, but then go outside, and they can't choose. They cannot get their priorities straight. Yes, they cannot keep this discipline. And sport help you to reach this discipline. Yeah. So I love sport. Yeah. Just in short. I mean, the last time I ran was went to the gym. I need to go to the gym, bro, and work out. And You must go to the gym, bro. bro, I'm good. This is evidence of good living, bro. Oh yeah, I got it. I You're the weigh businessman. 62 kg. Okay. I'm just saying that. Don't believe it. So, друзья, мы пришли к завершению нашего подкаста. Было много полезного сказано. Расул, саган рахмет, красавчик, я очень сильно поддерживаю, я тебе это всегда говорю, это супер, и не только на словах, и на действиях. Я хочу, чтобы наши ребята мангостауские, которые верят в себя, имеют какую-то мечту, имеют какую-то цель, просто перестаньте страдать херней. Ребята, начните заниматься своим делом, начните заниматься спортом. Вот, может быть, он ваш ровесник, может быть, он младше или старше вас, но никогда не поздно и никогда не рано заняться собой. Займитесь только собой, начинайте делать кирпич за кирпичом, строить свою жизнь, потому что никто не придет за вас это не сделает. Никакой, ни папа, ни брат, там, ни друг, никто. Вы будете это делать. Поэтому, по сути, это и есть вот тема основная нашего подкаста, поэтому следите за нами, подписывайтесь, смотрите, пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, потому что это первый подкаст, который мы сделали. Это экспериментальный, это мощный эксперимент на самом деле. Мы специально вызвали этого нашего друга из Нигерии. This Nigerian guy, he came all the way throughout, через Лондон, он приехал сюда, создал здесь бизнес для того, чтобы участвовать в нашем подкасте как ведущий. Вы это лицо запомните, будете видеть его на улице, будете видеть его в каждом подкасте. Это наш... ради нас, да? Да, он будет учить казахский, я его научу казахскому, как он учит 100%, английскому bro. наших ребят, поэтому он наш ведущий. Я просто буду сидеть, что-то вставлять периодически, но Расул, саган рахмет, красавчик, просто дальше двигай, миллионер, биллионер и все остальное. Все делай, вообще весь мир перед твоими ногами и руками, родители тебя поддерживают, мы тебя поддерживаем, Мангостауский регион тебя поддерживает. Я думаю, что вы все поддержите. Поставьте лайк
не потому, что Эндрю здесь или я здесь. Поставьте лайк, потому что он здесь. Он здесь, это ваш ровесник, братишка, брат. Он это делает. Ребята, вы тоже можете. Обращайтесь к нему, он всегда поддержит. Это вот такой светлый человек, потому что я знаю его отца, он тоже светлый. Он никогда не откажет в помощи. Он всегда поделится советом. И такой вопрос всем. Ребята, кто смотрит, кто будет смотреть, напишите в комментариях небольшую строчку о том, кого вы хотите еще видеть. Именно, может, есть те люди, которых я не знаю, которых Эндрю не знает, например, да, Расул не знает, еще кто не знает, которые реально что-то делают, реально меняют. Это могут быть спортсмены, музыканты, там, философы, неважно. Человек, который вам когда-то помог, когда-то что-то сделал, и он сделал свой вклад в развитие нашего региона. Ребята, потому что наш регион, он самый мощный регион в Казахстане. Не в обиду будет сказано другим регионам, не обижайтесь, но Мангыстау это самый мощный регион. И мангыстауские мужики, мангыстауские ребята, девчата, это вот такие вот. Поэтому напишите в комментариях, кого вы хотите увидеть. Мы сделаем этот список, опять же согласуем с вами, потому что нам очень важно, что вы думаете. И мы сделаем следующий подкаст с участием нашего гостя, которого вы нам порекомендовали. Поэтому всем мира, всем развития, не останавливайтесь, растите, приходите к нам на подкаст, рассказывайте свои истории. А теперь традиционно, который будет традицией с сегодняшнего дня, с сегодняшнего подкаста будет традицией, это совет от нашего гостя, уважаемого гостя. И, пожалуйста, следуйте этому совету. Итак, совет от меня. Ходить на спорт и сфокусироваться на чем-то одном. Будь то это баскетбол, футбол или пение, или бизнес, что угодно. Просто сфокусируйтесь на этом, станьте лучшим в этом, и будет вам успех. Кстати, еще подписывайтесь на мой инстаграм. Вот здесь. You know this? He looked at you like basketball. That was racist, bro. Whoa, like, you know, like black people that play basketball, so you just watch out. I'm just kidding. Guys, thank you so much. Thank you so much. Thank you for your time, and drop a comment, and we hope to bring you a lot more on the show. And we're going to talk about realities of life, you know what I'm saying? What's happening around us, how to motivate the next generation, how to keep things tight. So we just have to showcase, you know, bring up people who we know that, man, they can better our society, people who can change the narrative, people who can fulfill the dreams we're not able to fulfill in our generations, to get that going, man. So subscribe and enjoy watching. We've got more. We've got tons and tons of things coming. You don't want to lose what we've got for y'all guys coming through. So stay tuned, subscribe, and to my friend Rasul, it's a privilege to have you on the show. I'm glad I met you, and I hope I'm going to get you back. We're going to get you back on this show with much more of success accomplished and goals smashed. We're hoping for that. And to my brother, Oscar, man, I want to use the N word. I use it behind the cameras. He's my brother. He's my brother, you know. So, guys, peace out, man. Thank you. See you soon, okay? Stay tuned. All right, mate. All right, good to see you, man. Whoa, bro. Не айтасың? Show.